ребята и уважаемые гости! В этом году исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому числу погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. Хотелось бы еще раз напомнить людям об этой страшной катастрофе в городе Чернобыль. Ужасно жаль тех, кто погиб, спасая тысячи жизней других людей. Сегодня мы будем говорить об этой катастрофе и постараемся представить полную картину произошедшего. С 1986 года живет и еще долго будет жить в наших сердцах это страшное слово – Чернобыль. Это слово стало синонимом страшных катастроф, ставших причиной больших жертв. Тяжелый удар нанесла Украине авария на Чернобыльской атомной электростанции. Чернобыль – небольшой город, расположенный на берегу Киевского водохранилища, между реками Уж и Припять. Город, утопающий в зелени лесов. Летом сюда приезжало отдыхать много людей, поскольку места были очень красочные. Жизнь беззащитна и любовь нежна, и разум землю облагает данью, и точная ответственность должна сопутствовать великому познанию. Я человек, во всем моя вина, но страшно мне и жутко примириться с тем, что молчит большая тишина, что музыки былой не возвратится. Вашему вниманию стихотворение в исполнении ученицы 9 класса Миноваровой Зиверы. Чернобыль перечеркнул шоссе и дороги. Огонь Чернобыля давно уйти, да не погас. И брошены родные пороги. Звал огонь Чернобыля нас. Их бы каждый хотел с собой дальнюю дорогу взять, но не мог. И кажется, белый свет летит стрелой, как спонж про дом и родной порог. И первые пчелки над полем и лесом не смело по весне одиноко летят, а кукушки далекого жаркого лета нам не могут годам посчитать. Журавли не возвращается долго, и весна чужого края словно черная нить, и брошены, покинуты родные пороги, без которых тяжело на чужбине жить. Чернобыль заковали в стальные латы, Чернобыль на время затих. Чернобыль груди закрыли герои-солдаты, а Чернобыль их превратил в святых. 26 апреля 2021 года человечество отметит 35-летие, черный юбилей трагедии, юбилей, который не празднуют, но который нужно помнить. Авария на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года во время проведения испытаний. Эксплуатационный персонал должен был проверить, смогут ли турбины при перерыве в подаче электроэнергии выработать достаточное количество остаточной энергии для питания насосов охлаждения до выключения аварийных источников питания. Чтобы препятствовать прерыванию эксперимента, системы аварийной защиты были сознательно отключены. Для проведения эксперимента нужно было снизить мощность реактора до уровня 25% от номинальной. Однако этот процесс пошел не по плану. В доли секунды мощность и температура возросли во много раз. Реактор вышел из-под контроля, произошел мощнейший взрыв. Взрывом выбросило плиту, покрывавшую 4-й энергоблок, вес которой составлял 1000 тонн. Самая крупная по своим масштабам и последствиям катастрофа произошла 26 апреля 1986 года, в 1:30 ночи, на Чернобыльской атомной электростанции. Суммарный выброс радиоактивных веществ составил 77 килограммов. При взрыве бомбы в Хиросиме – 740 грамм. Удар ударил Чернобыльский колокол, его услышали жители Украины, Белоруссии, России, люди всей планеты. А сейчас ученица 9 класса Садыкова Ясмина зачитает вам стихотворение. Тот день запомнился всем взрывом, ворвавшимся во все дома. Сирены здесь кричат с надрывом, и люди в страхе, кто куда. Еще не понята картина во всем масштабе до конца. Но скоро мать теряет сына, а дочь любимого отца. Кто на АЭС, той был виновник трагедии судьбы людской, кто заплатил своей же кровью, кто заплатил своей семьей. Теперь здесь всюду запустение, природа буйствует, цветет, но все ж не жизнь, а отравление своей красивостью несет. Дома, заводы, магазины, все будто брошено вчера, и смотрят мутные витрины, стоят машины, трактора, стоит комок душевной боли,
в груди у тысячи людей. Ведь в царство вечного покоя унес родных тот страшный день. Первое официальное сообщение было сделано по телевидению 28 апреля. В довольно сухом сообщении сообщалось о факте аварии и 2 погибших. Об истинных масштабах катастрофы стали сообщать позже. Первый, самый страшный удар приняли на себя пожарные города Припяти. Они тушили огонь над реактором. А через 2 недели, в День Победы, многих из них уже не стало. Они умирали в московской клинике от острой лучевой болезни. Чувствовали смерть спокойно, без слез, прощались друг с другом и тихо умирали. А спустя 25 лет чернобыльская трагедия унесла жизни десятки тысяч людей. За 7 месяцев разрушенное здание реактора и его расплавившаяся активная зона были укрыты под сооружением из стали и бетона. Это укрытие или саркофаг должен был защитить прилегающую территорию от излучения и локализировать оставшее ядерное топливо. Саркофаг считается временным сооружением. Его долговечность обеспечена на срок от 20 до 30 лет. Самой серьезной проблемой считается его стабильность. Его строили в большой спешке, и его несущие конструкции могут проржаветь. Вашему вниманию стихотворение в исполнении Садыкова Динара. Это было ранним утром, накануне майских дней. Скрыв броню реактор жуткий, бросил атом на людей. Страшно атом разорвал старый мир на до и после. И пошел один зашкал, по полям, лесам и рощам. Все вокруг тотчас погасло, пожелтел от страха лес. И графитом, как фугасом, разметало все окрест. Но закрыть больной реактор бросился простой народ, поборов и страх, и атом, заплатив большой ценой. Радиоактивное облако от аварии прошло над всей европейской частью СССР, Восточной Европой, Скандинавией, Великобританией и восточной части США. Примерно 60% радиоактивных осадков выпало на территорию Белоруссии. Около 200 тысяч человек было эвакуировано из зон, подвергнувшихся загрязнению. Жертв чернобыльской трагедии было бы меньше, если бы людям в те дни сказали горькую, но правду. Правительство СССР долгое время скрывало информацию об аварии. Нельзя было находиться в зараженной местности, на открытом воздухе, тем более загорать, купаться или удить рыбу. Люди этого не знали. Лица, виновные в трагедии, пытались скрыть ее истинные чудовищные масштабы. И только спустя 36 часов жители стали эвакуировать. Пустыми оставались города и села. Радиацию ветром разнесло далеко от Чернобыля. По данным наблюдений, 29 апреля 1986 года высокий радиационный фон был зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии. 30 апреля в Швейцарии и Северной Италии. 1-2 мая во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Северной Греции. 3 мая в Израиле, Кувейте и Турции. В первый день после аварии жизнь в Припяти, городе, построенном для атомщиков и их семей, в километрах от ЧАЭС, продолжалась, как ни в чем не бывало. Большинство людей провели субботу на свежем воздухе. Это был первый теплый и солнечный день холодной зимы. В городе отпраздновали 16 свадеб. После эвакуации населения из поселка Припять ликвидаторы снимают радиоактивную пыль с улиц, деревьев и домов. Жидкость, которой поливали зараженную местность, называли бурда. Эта клейкая субстанция прибивала радиоактивную пыль к земле и склеивала ее. Каждый день вертолеты распыляли бурду на территории ЧАЭС. После того, как бурда подсыхала, ее просто скатывали как ковер и захоранивали в радиационных могильниках. Рецепт жидкости был разработан в Институте атомной физики, академиком Курчатовым. Чернобыльская трагедия затронула миллионы людей, о ней надо помнить. У памяти своя тропа, свои нечитанные строки, свои особые притоки, своя высокая судьба. Ее храня, ее держись, и суть ее понять не станет. Уходит жизнь, уходит память, и память возрождает жизнь. Сейчас стихотворение в исполнении Ахметова Султана. В памяти каждая хата видна, вечер в чернобыльской скорби голосит. Вот передо мной и за мною она, деревня, которую все-таки сносит. Радость и боль переходят в испуг, скоро и нас переехать попросят. Значит, бывает за околицей луг, деревня, которую все-таки
все-таки сносят. Значит, бывает плодоносный наш сад, щедрый в эту последнюю осень. Посадки такие у каждой из хат деревни, которые все-таки сносят. Не подниму прослезившийся глаз, больше не жму здесь и больше не косят. Будет не сниться знание раз, деревни, которые все-таки сносят. Этим людям в пояс поклоняюсь, только подступает к сердцу грусть. Только на глазах блестит слеза. Шли они, хотя туда нельзя. Да, многое зависит от людей. На ниточке висит моя планета. Толчок, и нет ни взрослых, ни детей, ни снежных зим, ни солнечного лета. Такая жизнь, такое время. Низкий поклон и вечная память героям-ликвидаторам Чернобыльской аварии. Всем, кто спас мир от ядерной катастрофы. Я, Дятлов Анатолий Степанович, бывший заместитель главного инженера Чернобыльской атомной электростанции по эксплуатации. Но после того, как снизили мощность, отключили одну турбину, как известно, диспетчер энергосистемы запретил дальнейшее снижение мощности. Это было в середине дня 25 апреля. Ну, как всегда, мы полагали, что дальнейшая разгрузка станции будет разрешена вечером. В сам этот день я был в Минске на службе. Я тогда в милиции работал. И вот на службе. И у нас тогда начались первые группы отправки туда. Вы знаете, в первое время воспринимали это просто как городовую аварию. Особой паники не было, ничего. Вот только когда начали формировать группы для отправки туда, тогда уже как-то более-менее заговорили. Прошу встать. Суд идет. Приговор именем Союза Советских Социалистических Республик. Основными причинами, приведшими к аварии, явились грубые нарушения правил, установленных для обеспечения ядерной безопасности,